Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Песок раскроет все секреты вашего будущего. Загадайте, пожалуйста, на себя и на свое будущее. И давайте посмотрим, какие секреты откроет вам песок. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, секреты вашего будущего. Вы все разные, отсыпка общая. Но раз вы попали на это видео, вы должны это услышать. Смотрите, видите, в маленькой лодке человек. Маленькая лодка и маленький человек. Сквозь глубокие воды, какие-то скалы. Вы на своей лодке движетесь в правильном направлении. У кого сейчас в жизни полный раздрай, непонимание, куда иду, куда я движусь, что меня ждет вообще, что мне делать, за что мне взяться, поверьте, вы от своей судьбы точно не уйдете, либо ваша судьба выведет в правильном направлении. Лодка движется слева направо, снизу вверх. Какие бы глубокие воды под вами не были, какие бы скалы не встречались на вашем пути, вы со своего истинного пути точно не собьетесь. И все эти неприятные моменты в жизни вы точно переживете. Ведь именно сейчас, проходя все эти невзгоды, все эти странные, мутные, непонятные моменты, вы обретаете очень ценный опыт. Опыт, который вы будете передавать будущим поколениям и просто вот делиться своим опытом с окружением, помогая другим людям. Возможно, в этом ваше и предназначение, да? Помогать другим, обучать других, подсказывать. Да? Возможно, именно это и есть ваше предназначение. Так, здесь я вижу, вы о ком-то печалитесь, о том, кто не рядом, либо о ситуации, которая не случилась, а вы очень сильно ждали. И так можно прочитать. Либо какой-то человек, который не рядом с вами, либо не выбрал вас, либо не получились отношения с этим человеком, либо какая-то ситуация, которую вы ждали, на нее надеялись, а она взяла и не произошла. Вот, вы очень сильно печалитесь, скорее всего, даже плачете иногда, да, плачете. Тоска вас берет прям за душу. Тяжело. Смотрите, здесь четко показали, что эта ситуация между вами и кем-то, либо само по себе действие, оно еще раз повторится, но уже с другим результатом. То есть человек вас не выбрал, либо с человеком у вас не случилось сейчас, либо в недавнем прошлом. Но ситуация между вами еще раз повторится. Вы опять встретитесь, будет опять разговор, будет опять свидание, и уже что-то будет меняться, что-то будет происходить по-другому. То есть разлука не насовсем. Да, этот человек еще вернется. Либо какое-то событие, да, которое вы ждали, оно не произошло, это событие повторится. Но повторится уже на других условиях, по другим правилам, и вы сможете эту ситуацию развернуть в свою сторону. Либо она будет очень благополучна для вас. То есть это не конец, это не точка. Это, скорее всего, троеточие. Да? Все еще будет, все еще повторится. Нет смысла сейчас оплакивать то, что не случилось. Нужно просто взять и подождать.
немножко подождать, потому что события слева и ближе к корню рисунка, то есть совсем чуть-чуть подождать. Может быть, вы думаете, что кто-то от вас отказался, да, либо, ну, действительно, мимо вас какая-то возможность прошла. Но это не так, это абсолютно не так. Говорят, что нужно подождать. Не надо плакать, не надо сокрушаться, не нужно ставить точки, нужно просто подождать. Событие еще раз повторится, либо встреча еще одна у вас будет, и все уже будет по-другому. Дальше. Большой страшный волк рядом с ребенком. Беда, либо опасность. Может быть, даже вы, да, этот ребенок это вы, и вы перед лицом какой-то опасности находитесь. Смотрите. Каким бы ни был этот волк, большим и страшным, на самом деле он не причинит вам вреда. Бояться вам нечего. Либо если вы очень сильно переживаете за своих детей и внуков, плохого с вашими детьми и внуками точно не произойдет. Этот волк, он не нападает, он скорее как верно служит, понимаете? То есть не волк, а просто большая собака. Да? Вот зря вы чего-то испугались, либо зря вы так сильно переживаете. Плохого точно не будет. Плюс вижу, что вам сны какие-то необычные снятся, либо снились в моменты каких-то особо сильных переживаний. Сны, которые вам показывали совершенно другую картину. Поэтому не стоит поддаваться панике, не стоит уходить в страхи, а стоит довериться своим снам. И тем более еще вижу, что у вас то ли в роду такое было, то ли это какая-то ваша особенность, когда вам знаки идут именно через сны. Вот предупреждают, вещи сны снятся. Опять же, к плохому плохое приснится, к хорошему хорошее. То есть есть такое, за вами водится. Вот. Ориентируйтесь не на внутреннее состояние страха, а на сны, которые вам снятся. Такая еще подсказочка вам идет. Но это не волк, это просто большая собака, которая верно служит. Тем более пасть у нее закрыта. Вот. И она сидит и хвостик вверх подняла. То есть нет, это не опасность. Это просто страхи. Но страхи за жизнь, за близких, за детей. Да, люди иногда подвержены страхам. Дальше. Вижу, что кто-то вернется. Причем вернется на ящерице. Ящерица — это верный знак мудрости. То есть человек поумневшим вернется. Поумнел, что-то дошло, что-то понял, что-то начал понимать. Да? Совершенно другой человек. Уходил, например, там, сгоряча, по глупости, либо на каких-то эмоциях. Опять же, человек в прострации, грубо говоря, находился. Теперь вернется просто на ящерице, поумневший, определившийся в конце концов. Вот вижу, что возвращается. А вы не ждете. Для вас это будет большим сюрпризом. И еще у кого-то из вас отыграется, что вы вернетесь к прежнему делу, к прежнему занятию. Либо вы начнете заниматься тем, на кого учились. Есть такое, да, бывает, когда человек учился там на одну специальность, но не случилось, не срослось, работали там другим специалистом в другом направлении совершенно. Вот, вижу, как возвращение к истокам. Будете работать, заниматься той деятельностью, на которую учились. Либо то, чем вы когда-то занимались. Допустим, кто-то когда-то занимался каким-то бизнесом, либо какое-то хобби, увлечение было. А может быть, вы где-то работали в какой-то узкой специализации, себя развивали. Вот вижу, что будете возвращаться. Либо это опять будет актуально, либо именно в этом вы сможете очень хорошо и преуспеть, и заработать. Да, потому что все-таки ящерица. Ящерица — это ум, это знание, это опыт, это образование, да, которое человек имеет. И еще вижу 3 события, которые коренным образом повлияют на вашу жизнь. Одно событие связано с другим человеком, второе событие приходит сверху, а третье событие вы сами раскручиваете. Знаете, как исполняете задумку свою, да, либо принимаете решение и осуществляете это решение в жизни. Очень здоровски повлияют эти события на вас и на вашу дальнейшую жизнь.
откроют вам новые дороги, откроют вам новые возможности, но и очень крутые перспективы. В той точке, в которой вы находитесь сейчас, вы точно не останетесь. Вы будете двигаться и по этой лодке, и по этим событиям, и по этой ящерице. Вы будете двигаться вперед, вперед, понимаете? У вас как спираль вашей жизни, она не зациклена, а она постоянно идет вперед и в развитие. Так, с левой стороны. Вижу, что вам по судьбе с кем-то как поквитаться, скорее всего, рассчитаться, поквитаться. Возможно, вас кто-то очень сильно задел, обидел, причинил вам какие-то неприятные моменты в жизни. И силы, например, не равны, либо нет никакой возможности сейчас на зло ответить, ну, возмездием, да, не буду говорить злом, возмездием, да, отомстить, грубо говоря. И кажется, что это уже невозможно, что виновники избежали наказания, остались там, грубо говоря, при своих интересах, там, невредимые, не клятые, не мятые. Возможность поквитаться у вас точно будет. И вижу, что вы ее точно не упустите. Здесь очень мощная стрела летит прямо сразу в двух людей. Да? 2 человека будут повержены одной стрелой. Это может быть что угодно, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы, допустим, да, каким-то действием сможете наказать своих врагов, недоброжелателей, обидчиков. У других отыграется, что за вас, может быть, да, вы кому-то пожалуетесь, и какой-то другой человек за вас делает. У третьих возмездие придет по воле высших сил. Да, вы, обращаясь в молитве к высшим силам, вы указываете на такую несправедливость, вы передаете виновных перед вами в руки высших сил. И уже высшие силы творят свою справедливость. Но вижу, что одна стрела бьет сразу в 2 людей. То есть возмездие будет, да, вы сможете поквитаться. Те, кто виноват, своего наказания точно не смогут избежать. Одна стрела сразу бьет 2. Дальше. 8 у вас большая выходит. 8. Ну, 8 также и знак бесконечности. Но в вашем варианте это именно 8. 8 выходит на мужчину, который рядом с вами есть, либо рядом с вами будет. А это верный знак того, что мужчина сделает очень крутую карьеру, либо очень крутой бизнес создаст. Это может быть как и любимый человек, там, партнер ваш, так и, например, сын, внук, но кто-то из мужчин получается рядом с вами. Человек, которого вы в свое время, например, поддержите, либо поддерживали, да, может быть, вы даже и подсказывали, и это все пригодится. Вижу, что человек больших высот добьется в карьере, в работе, в бизнесе. И человек будет вам весьма благодарен за то, что вы были рядом, верной подругой, там, надежной женой, как добрым другом, подсказывали, поддерживали. Вижу, что вы еще от этого мужчины очень много будете получать. Не только денег, но и подарков. Через подарки этот мужчина будет выражать свою любовь, свою признательность в вашу сторону. Конечно же, это очень приятно. То есть не просто вот спасибо тебе, да, либо с молчаливого понимания, а именно вот подарками, да, вот не жалко тратить на вас деньги, не жалко покупать дорогие подарки. Ну, тут не только, да, подарки, но еще и деньги вам даются. То есть неплохо, очень даже неплохо этот мужчина вас будет поддерживать. Так, дальше идем. Вижу, что вы кого-то простите. Кого-то, кого сейчас просто вот готовы, не знаю, на мелкие кусочки порвать. Обида очень сильная у вас на этого человека. Но вижу, что простите. Не только простите, но и найдете в себе силы все эти обиды погасить. То ли вам настолько жаль этого человека станет, то ли настолько сильно этот человек вот в ваших глазах исправится, что вы прям простите и примете. Может быть родственник, может быть кто-то из бывших.
Ну, у каждого по-своему отыграется, но вижу, что простите, и сердце ваше намного легче станет. Ну, потому что обиды, они ведь тяжесть дают. Тяжесть, боль, беспокойство. И на почве обиды всякие непонятные, неприятные болячки вылазят. То есть сердце у вас легким станет. Обида это пройдет, уйдет. Простите этого человека. И да, к себе приблизите. И да, позволите быть рядом с собой. Да, вы все разные, еще раз говорю, у кого-то родственник, у кого-то, может быть, бывший какой-то. На каких условиях, не могу сказать, но вижу, что рядышком. Так, еще вижу, что вы закрываете какие-то дырки. Дырки закрываете. Там не одна дырка, там несколько дырок. Но дырки это обычно долги и какие-то моменты, связанные с потерями, затратами, утратами, да, что-то вы потеряли, либо постоянно теряете. Там несколько дырок, и вы их закрываете. Причем закрываете, вот движетесь от одной к другой. Да, одну закрыли, потом пошли другую закрыли. Опять же, вы разные. У кого-то долги, у кого-то моменты потери, вот когда вы чего-то там теряете. Терять вы можете как и деньги, так и имущество, так и здоровье, так и силы можете терять. Но дырки вы свои эти будете закрывать, по одной будете закрывать. И каждый раз будете радоваться, как ребенок, что дырочку закрыли. Да? Прям легче будете себя ощущать. Не могу сказать, что конкретно вы будете делать, но дырочки все закроете. Так, слева. Какую-то мечту свою вы осуществите. Причем давнишнюю мечту. Мечта, желание. Чего-то вы очень сильно хотели, но у вас то ли возможности не было, то ли в принципе, ну как-то прям мечта такая необычная была, малоосуществимая. Но вижу, что исполните. И вам еще кто-то помогать будет, чтобы вы мечту свою исполнили. Прям такую радость, такое счастье ощутите, когда мечта исполнится. Вам вообще по судьбе осуществить мечту. Причем самую вот такую невероятную, да, хрустальную мечту. Это у вас точно получится. И сзади вот кто-то стоит и вам помогает. Так, еще какое-то разочарование вас ждет. Разочарование в чем-то, либо в ком-то. Разочаруетесь. А вернее, даже не просто разочаруетесь, у вас глаза на правду откроются. Из какого-то заблуждения выйдете. Может быть, сами себя в это заблуждение вогнали. Ну, либо кто-то вас ввел в заблуждение. Все раскроется, все станет на свои места. Вы прозреете, вы все поймете. И сделаете, главное, правильные выводы. Вот, это самое главное. Так, и в самом венце показано, что вам удастся обрести свободу и выйти за рамки. Но это про новый образ и уровень жизни. Жизнь настолько круто поменяется, что вы выйдете за те рамки, которые есть сейчас. Ну, допустим, что это может быть? У вас нет возможности путешествовать. Такая возможность у вас появится. Не просто появится, а вы конкретно будете путешествовать. У вас нет возможности, например, покупать какие-нибудь дорогие, хорошие вещи. Да, такая возможность у вас появится. У вас нет возможности там, посещать какие-нибудь там очень элитные, крутые места. Такая возможность точно у вас будет, и вы будете ею пользоваться. Выйти за рамки, обрести свою свободу. Свобода — это ведь не только вот там в клетке сидеть, да? Это свобода путешествовать, делать то, что я хочу, то, что мне нравится, приобретать то, что мне нравится, и не думать, сколько же это стоит, и могу ли я потратить эту сумму. То есть выйти за рамки, обрести свободу. Это ваше будущее. Вы точно будете так жить. Свободно. Причем во всех смыслах этого слова. Я очень за вас рада. Мне очень нравится эта отсыпка. Мне нравится, что плохого здесь не вышло. И я прям вижу, что вы уже на пороге, буквально на пороге своей новой жизни. Тут и до конца года очень много изменений произойдет в вашей жизни. И будущий год какой-то для вас прям совсем необычный, волшебный идет. Волшебный. Да. Все поменяется.
особенно то, чего не ждете, либо на что уже в жизни не надеетесь. Славная отсыпка. Искренне вам желаю, чтобы все, что я увидела, поскорее исполнилось в вашей жизни. Исполнилось и вас порадовало. Вы этого более чем достойны. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.